Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Зачистка снега для дальнейшего зачернения льда. В пригороде Якутска продолжается подготовка к паводку. Надежная и мощная техника на передовой. Еще 4 квадроцикла «Сокол» доставили якутским военнослужащим в зону СВО. 80 ловушек в круглогодичном комплексе «Саюри». Начался мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Якутии. Достаточно молодой, но важный праздник. Сегодня в стране отмечают День местного самоуправления. Отечественный вид спорта в самом расцвете. В республике проходят всероссийские соревнования по самбо. Выдачи ипотеки в России продолжают расти, но на более нормальных уровнях. Об этом заявила председатель правления Центробанка Эльвира Набиуллина. Она также отметила нормализацию процесса и подчеркнула, что он идет не как в 2021 году, когда были некоторые элементы перегрева. Тогда, по ее словам, рост во многом обеспечили меры господдержки. Практически половина ипотеки выдавалась государственными льготами, пояснила глава Центробанка. Набиуллина добавила, что госпрограммы, подобные ипотеки на новостройки, запущенные в 2020 году и пользующиеся активным спросом в последующие годы, хорошо работают в кризис. Программа поддержала спрос на жилье и стройотрасль, но сейчас Центробанк регулирует разные ипотечные продукты на базе ипотеки с господдержкой. Информационно-аналитическую систему для мониторинга хода северного завоза разработали в Якутии. Проект обеспечит трекинг грузов, контроль за текущими запасами в арктических районах и ходом завоза. Система включает несколько модулей, которые позволяют оцифровывать и автоматизировать все этапы процессов северного завоза. В нее встроены картографические модули трекинга грузов в реальном времени. В дальнейшем планируется интегрировать проект «Северный завоз» с системой «Сильван», еще одной разработкой, которая была запущена в 2022 году для противодействия лесным пожарам. Предполагается, что это позволит следить за появлением и наличием дыма от лесных пожаров, из-за чего усложняется работа речной навигации. Всего к работе на базе системы подключат около 500 организаций. Ну а в пригороде Якутска продолжается подготовка к паводку. Возле села Табага идет зачистка снега для дальнейшего зачернения льда. Работа идет на участке, который представляет собой 4 полосы длиной 2,5 километра и шириной 20 метров. Подробности в материале Елены Андреевой. Ослабление прочности льда в качестве зачерняющего объекта используется песок и уголь, имеющие наибольший коэффициент поглощения света. Далее этот инертный материал тонким слоем песка разбрасывается на поверхности реки. Через 3 часа под воздействием солнечных лучей идет зачернение и появляются лужи. Ослабление прочности происходит по истечению 2 недель. Якутские специалисты научно-технического совета Ленского бассейнового водного управления отмечают, что они используют только экологические материалы. Работы организованные идут, но погода к этому позволяет. Вот сейчас метели, пурга закончились, поэтому сейчас самое время, вот когда уже солнце смотрит, нанести инертный материал, который будет съедать лед. В целом за сезон, вот по итогам эксперимента мы видели, если все нормально, инертный материал нанесен, тогда сантиметров 50-60 он быстро съедает. Это способствует первоначальной фазе вскрытия реки. В республике финансирование этих работ увеличивается каждый год. Так, в этом году на эти цели предусмотрено порядка 45 миллионов рублей. Данное мероприятие проводится уже более 15 лет, и они показали свою эффективность непосредственно при начальном этапе прохождения паводка. Оно, значит, предотвращает заторообразование перед заторопасным участком. Сроки обозначены, до конца апреля должны это все завершить. Сейчас на данный момент данные мероприятия завершены на территории Ленского, Лёкнинского улуса, на территории, на Колыме, значит, на территории Верхнеколымского, на завершающем этапе Среднеколымском улусе. Стоит отметить, что Якутия является единственным регионом страны, где проводится распиловка и зачернение льда. Всего в этом году запланировано зачернить 72 участка объемом около 700 гектаров и провести распиловку на 7 участках объемом 41 километр в 14 районах республики. Лена Андреева, Григорий Хлопков, Якутск.
В Якутске встретили 21 мобилизованного участника специальной военной операции. В аэропорту их встретили представители правительства республики, а также их родные и близкие. По традиции бойцам вручили якутские ножи от имени главы республики. По словам военнослужащих, они были мобилизованы осенью прошлого года. Участникам спецоперации предоставили возможность увидеться с семьей. Сейчас у них начался 20-дневный отпуск. Мобилизованы были 25 сентября 2022 года по частичной мобилизации. 3 месяца где-то лежали в Уссурийске, то есть проходили обучение. Потом поехали в земли уже Украины, получается. Уже 3-й месяц лежим в Запорожской области на защиту города Энергодара. Открытие единого центра отбора на военную службу по контракту в санатории Абырал значительно облегчило задачу для желающих. В нем кандидаты могут пройти собеседование и полный цикл необходимого медосмотра в одном месте. Также граждане, которые хотят поступить на военную службу по контракту, могут пройти курсы в ДОСААФ и получить военно-учетную специальность. Сама контрактная служба, она подразумевает выполнение каких-то обязанностей, да, и, соответственно, оплачивается достаточно хорошо. То есть, если взять бойца-срочника, это один результат. Если взять контрактника, то это совсем другой результат. Да. И вот, в частности, как ДОСААФ, мы готовим воинскую учетную специальность военный водитель. Вообще по стране ДОСААФ готовит порядка 26 учетных военных специальностей, там, от сварщиков, от крановщиков и водителей в том числе. И любой военнослужащий у нас срочной службы по истечении 4 месяцев службы может поступить на контрактную службу. То есть заключить контракт и, согласно закону о статусе военнослужащего, получить кучу льгот. Еще 4 квадроцикла «Сокол» доставили якутским военнослужащим в зону СВО. По словам бойцов, такая надежная и мощная техника на передовой очень пригодится. Они передают всем землякам большой привет и поздравляют с наступающим Днем Республики. Подробности далее. Квадроцикл отправится на передовую, и, как говорится, там, где пехота не пройдет, там проедет «Сокол». Бойцы из Якутии регулярно отправляют заявки с просьбой предоставить им необходимое оборудование, будь то тепловизоры, квадрокоптеры или, как в этом случае, вездеходные квадроциклы. В кратчайшее время эти заявки рассматриваются и выполняются. Появление квадроциклов на линии фронта значительно облегчит жизнь нашим воинам. Спектр применения этой техники весьма широк. Подвоз боеприпасов, допустим, на линию соприкосновения, даже вывести раненых будет раз 70-80 быстрее. Квадроцикл еще нам нужен будет для того, чтобы оперативно двигаться. В это время у нас маневры, где-то наступление, где-то противник наступает, где-то мы наступаем, чтобы операторы БПЛА на нем передвигались очень быстро, оперативно. Учиться управлять квадроциклом несложно, но одно дело использовать его на охоте или на сельхозработах, и совсем иначе обстоит дело на фронте. Водителем нового «Сокола» назначен боец с позывным «Самурай», у которого есть и квалификация, и опыт работы с подобной техникой. Наша республика выдала нам квадроцикл, за что мы очень сильно благодарны. В первую очередь, лично мое мнение, он будет нужен для срочной эвакуации раненых. То есть можно будет быстро подъехать к любой точке, быстро загрузить человека, а также вынести до зеленой зоны, где его уже подхватят медики, чтобы в дальнейшем вывести до ближайшего госпиталя. Всего же в зону специальной военной операции планируется доставить 50 вездеходов «Сокол» и обеспечить ими как можно больше частей, в которых проходят службу военнослужащие из Якутии. Александр Хавренко, Петр Шестаков, Новоазовск, Донецкая Народная Республика. Ну а в Якутске вручили награды участникам специальной военной операции и бойцам добровольческого отряда «Барс-2». Медали за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, бойцам вручил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Он поблагодарил награждаемых за самоотверженность при исполнении военного, гражданского и служебного долга, а также от имени главы Якутии вручил бойцам якутские ножи. Дома у себя я с Амиконского района хотел заниматься и хочу и буду патриотическим воспитанием молодежи. Беседы, лекции, воспитание, тот опыт, который получил я на СВСВО, тот опыт буду передавать молодым, рассказывать, как, что происходит. Патриотический настрой на передовой очень высокий.
Вот хотелось бы рассказать обо всем об этом молодым подрастающему поколению. Я сам отец 3 детей, и сын очень патриотически настроен. Вот. И хотелось бы, чтобы таких детей было больше, и поколение не упустить в плане любви к родине. Еженедельно в Нерюнгре проходят встречи с семьями мобилизованных, где решаются проблемы, оказываются все необходимые меры поддержки. На очередную встречу пришли и сами участники, кто прибыл в отпуск и находится на реабилитации после ранения. Глава района Роман Щегельняк лично поблагодарил их за отвагу и мужество и вручил всем участникам встречи якутские ножи. Одной из наиболее значимых проблем на сегодня оказался расчет количества отпускных дней с учетом дороги. Для семей военнослужащих предусматривается бесплатный проезд в автобусах. Детям мобилизованных организованное бесплатное двухразовое питание в школах, компенсация оплаты за детский сад. В летнее время планируется размещение в детских лагерях. Еще раз уточняю для себя, что необходимо, какая первоочередная, острая необходимость в зоне проведения СВО. Да? Для чего выясняю? Для того, чтобы уже мы начали формировать наш специальный груз и продолжаем формирование этого груза для того, чтобы при личном посещении зоны СВО доставить его нашим землякам, нашим ребятам, которые выполняют свой воинский долг, для того, чтобы их служба, такая тяжелая, настоящая мужская служба, что ли, не то что стало легче, да, но чтобы они почувствовали, что на родине их помнят, на родине их любят, уважают и ждут. Начался мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Якутии. Сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитонадзорному надзору установили 80 феромонных ловушек в круглогодичном комплексе «Саюри». Для чего необходимы такие проверки, расскажет Светлана Амосова. Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в этом году начался с крупнейшего тепличного комплекса «Саюри», где выращиваются различные виды огурцов, помидоров и зелени. Вредители обычно тут видно, что они бегают и летают прямо. А вот то, что вот это еще не факт, что имело значение вредителей. В ходе обследования используются несколько методов обнаружения вредителей. Визуальный метод, метод встряхивания и использование клеевых и феромонных ловушек. Наиболее опасными карантинными объектами, способными проникнуть и распространиться, являются не только западный цветочный трипс, но и вирусы томата, такие как вирус коричневой морщинистости плодов, вирус мозаики пепино, вирус пятнистого видания томатов. Они опасны тем, что они поедают клеточный сок, в результате чего растение погибает и, соответственно, снижается урожайность. Инспекторы Россельхознадзора в «Саюри» повесили 30 ловушек для томатной моли и 50 ловушек для западного цветочного трипса. Но также для собственного мониторинга агрономы предприятия размещают и свои приспособления. На данный момент в теплицах установлены вот такие желтые клеевые ловушки, на которые попадаются как карантинные и некарантинные объекты. Но благодаря таким ловушкам, в которых установлен феромон на карантинного вредителя, можно выявить их наличие в данной теплице. Устанавливается с расчетом одна ловушка на 250 квадратных метров. И на эту теплицу у нас получается где-то штук 6 ловушек уйдет. Устанавливается в самой облиственной части томата. По завершению обследования через несколько недель отобранные образцы, в том числе и ловушки, будут направлены на карантинную фитосанитарную экспертизу в Иркутскую лабораторию. И в случае обнаружения карантинных объектов будут проводиться мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию выявленных очагов. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, село Сырдах, Тулагина, Кильдямский наслег. 1 марта объявлен старт 3-го сезона премии «Экология. Дело каждого» вместе с марафоном доброты «Шар желаний», который поможет исполнить заветные мечты детей. Напомним, международная детско-юношеская премия учреждена лично руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Родионовой и проводится 3-й год подряд. Это премия за интересные, нестандартные и креативные идеи, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и экологическому просвещению. Победители и призеры смогут претендовать на путевку во Всероссийский детский центр «Орленок» на Черное море в ноябре. Главная цель проекта – это повысить экологическую сознательность граждан, вовлечь детей, молодежь, старшее поколение в природоохранную повестку, поддерживая их активность и в популярных форматах. В этом году в рамках реализации проекта предусмотрено 10 номинаций. Такие номинации, как «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экология души».
Принять участие просто. Необходимо выбрать номинацию на сайте «Экология. Дело каждого», создать работу, зарегистрироваться и прикрепить ее. Заявки будут приниматься до 1 октября текущего года. Сегодня отмечается достаточно молодой, но важный праздник – День местного самоуправления. В преддверии праздника в Мирнинском районе был подготовлен план мероприятий, в рамках которого в течение недели работники администрации района, а также депутаты посетили все школы, где они объясняли подрастающему поколению, что такое местное самоуправление. Также состоялось и торжественное собрание, посвященное празднику. Отвечали на вопросы, которые интересовали детей. Ну и то же самое объясняли, что такое День местного самоуправления, кто такой депутат, что такое исполнительная власть, администрация Мирнинского района, какими вопросами занимается, для того, чтобы дети понимали вообще о деятельности администрации Мирнинского района, наградили отличившихся наших сотрудников, жителей Мирнинского района, вручили сегодня почетное звание, почетный гражданин Мирнинского района, кузнецу с города Удачного. После окончания учебы выпускники вузов и СУЗов могут поступить в другое учебное заведение для получения новой профессии. Чтобы помочь выпускникам с выбором будущего направления, сегодня на базе Якутского института водного транспорта прошла ярмарка дополнительного профессионального образования и программ профессионального обучения. 20 учебных заведений очно и заочно представили студентам свои направления. Гостям мероприятия рассказали об условиях поступления и возможностях обучения и провели различные мастер-классы. После затянувшихся холодов с приходом весны и тепла отдых на природе становится как никогда актуальным. Чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно тратить кучу денег, уезжая в далекие страны. Это можно сделать намного дешевле и недалеко от дома. База отдыха за чертой города – прекрасная возможность организовать выходные в живописном месте. Подробнее в следующем сюжете. В суматохе рабочих дней каждый забывает о качественном отдыхе или откладывает на потом. Чтобы это исправить, жительница Якутска Дарья Матушкеева свои долгожданные выходные после напряженной трудовой недели решила провести на природе в компании своих лучших друзей. После тщательного поиска места для отдыха они выбрали туристическую базу Пончо Кэмп, который находится в 46 километрах от Якутска по Вилюйскому тракту. Одни положительные впечатления. Отличается тем, что полное погружение в природу. Летом здесь потрясающая речка, можно рыбачить, купаться, кататься на сапах, на лодках. Зимой можно наслаждаться свежим воздухом, устраивать блюда на мангале, готовить, просто дышать чистым воздухом, играть в игры настольные с друзьями. Потрясающий панорамный вид из окна открывается. Все для отдыха с семьей, с друзьями. Пончо Кэмп – уединенное место на берегу речки Кэнкаме, вдали от цивилизации и в экологически чистом районе. Отдохнуть от городской суеты, насладиться природой, тишиной и живым общением с близкими можно в 3 новых, современных и полностью обустроенных круглогодичных барнхаусах с панорамными окнами. У каждого дома свой индивидуальный интерьер и уникальный стиль. Здесь предоставляют все необходимое для идеальных выходных. С момента открытия нашу базу посетило более 3000 человек. Наши дома, получается, по вместимости 6 спальных мест, вместимость до 10 человек. Весной, конечно же, у нас красиво. Можно покататься с горки, провести очень теплые эти дни с семьей, с друзьями, пожарить шашлыки первые. В этом году руководство базы решило построить еще 3 полностью благоустроенных гостевых домика, которые намного больше по площади, чем барнхаусы. Новые дома планируют ввести в эксплуатацию уже через месяц. Они у нас будут отличаться уже от предыдущих размерами. Они у нас больше, во-первых. Во-вторых, есть отдельные комнаты для спален и есть санузел. Самое главное, то есть людям, чтобы было комфортнее отдыхать, мы посмотрели все свои плюсы-минусы и воплотили все лучшее в этих новых домах. Якутия держит курс на развитие туризма, в том числе и внутреннего. Это принесло свои плоды. Так, за прошлый год турпоток превысил 200 тысяч человек. Этому способствует создание благоустроенных туристических баз. Благодаря этому и весенний отдых может быть ничуть не хуже летнего, если это полностью оборудованная и благоустроенная турбаза. Власий Сергеев, Юрий Осипов, Лилия Уваровская, Джилстан Иннокентьев, Якутск.
Всероссийские соревнования по самбо «Победа» среди юношей и девушек, приуроченные к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне в честь героев-речников, проходят в Центре спортивной подготовки «Триумф» в Якутске. В соревнованиях участвуют 150 спортсменов 2007-2009 и 2009-2011 годов рождения. Подробности в следующем материале. Спортсмены собрались на турнир «Победа» из Сахалина, Амурского и Хабаровского края, а также Якутии. Традиционный турнир проводится уже 5-й год и является одним из важных событий в спортивной жизни республики. За эти годы соревнования не только не растеряли в значении, но и набирают популярность. Мы сделаем все возможное, чтобы в школах наши дети умели падать, умели постоять за себя, защитить слабого. То есть самбо же это является самооборона без оружия. Поэтому это вот именно формирование личности, силы духа, воспитание исторического момента. Самое главное, это в нормативы ГТО, будь готов к труду и обороне. Вот и все. Поэтому вот задача такая. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы этот вид спорта, прекраснейший вид спорта, наш российский вид спорта, был популярный. Помимо подготовки спортивного резерва, турнир несет миссию патриотического воспитания подрастающего поколения. Через спорт организаторы доносят до молодежи память о ветеранах и событиях Великой Отечественной войны. Значение очень большое. Это, во-первых, конечно же, вот развитие вида спорта самбо в нашем регионе и в целом по стране. И это же, конечно, дань уважения нашим ветеранам, которые в годы Великой Отечественной войны они защищали нашу родину. Турнир не просто так проводится в память о героях-речниках Великой Отечественной войны. Первая секция по самбо открылась в 70-х годах на базе речного училища. Заложенные тогда традиции и легли в основу этих соревнований. В старых традициях вырастили, как говорится, много детей, много девчат, которые стали мастерами спорта, завоевывали первые места на международных турнирах. И на сегодня нас во всей России знают Якутию как Якутия борцов вольной борьбы самбо и дзюдо. В Якутии самбо занимается около 1000 детей всех возрастов. Созданный в России, сегодня этот вид спорта по всей стране переживает настоящий расцвет. Одним из ключевых направлений развития самбо в России стал всероссийский проект «Самбо в школу». Он позволит привлечь на секции еще больше детей. Буквально месяц назад в его рамках в Якутске была установлена первая свая спортивного зала для единоборств, в котором смогут заниматься такими видами боевого искусства, как самбо и дзюдо. Юрий Осипов, Иван Сорокаумов, Якутск. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Хорошего дня.